Верные сирийскому диктатору Башару Асаду войска продвигаются вглубь восточного Алеппо. За минувшую ночь были захвачены еще 14 кварталов. В них проживают несколько сот тысяч человек. Около 150 боевиков беспрепятственно ушли из зоны боев по специально выделенным коридорам. Один из основных источников информации о положении дел в Сирии – так называемый Российский центр по примирению враждующих сторон. Его представители утверждают, что потери среди мирного населения минимальны. В свою очередь, Сирийский центр по правам человека сообщает из Лондона, что за последние 2 недели погибли более 250 человек. С момента прорыва обороны Восточного Алеппо из занятых оппозиционерами кварталов смогли выбраться более 16 тысяч человек. Среди них 4 тысячи детей. В глазах радость, умиротворение и благодарность президенту Асаду. Мы страдали, они не давали нам уйти, когда мы хотели бежать. Боевики оппозиции говорили нам: вы поддерживаете Асада. Спасибо Аллаху, мы в безопасности. Как мы уже выехали на дорогу, они нас обстреляли. Когда прибыли сюда, опасность миновала. Мы благодарим сирийскую армию и нашего президента Башара аль-Асада. Однако вырваться удается далеко не всем. По информации агентства ООН по правам человека, повстанцы силой удерживают мирное население и не дают людям покинуть зону боев. Помимо опасностей, которые связаны с попыткой прорваться через линию фронта, мы получили информацию, что оппозиционеры не дают гражданским лицам выезжать из районов, которые находятся под их контролем. Существуют также опасения, что когда люди прорываются в районы, которые контролируют курды или правительственные войска, их подозревают в связях с оппозицией, после чего преследуют. Такого успеха верные Башару Асаду войска не смогли бы достичь без массированной поддержки российской группировки. И прежде всего с воздуха. Действия России вызвали резкую реакцию в западных столицах. Так министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро потребовал срочно созвать Совет Безопасности ООН и немедленно прекратить любые боевые действия в Алеппо. Председатель комитета Бундестага по внешним делам Норберт Редген потребовал от Брюсселя ввести новые санкции против России. А вот премьер-министр Великобритании Тереза Мэй прямо призывает усилить давление на Москву. Пока же войска Башара Асада продолжают продвигаться вглубь Алеппо. Линия фронта меняется каждый час, и где она окажется завтра, непонятно. Сергей Хиршфельд, «Настоящее время».